Как наши маленькие дети будут выходить? Им придется перепрыгивать. Смотрите, как высоко. И ворота я не смогу поставить. Они не будут открываться. Сейчас в Таласе идет ремонт улиц и строительство тротуаров. Для этого городским властям пришлось демонтировать все объекты, которые выходили за красную линию. Однако отдельные жители столкнулись с рядом трудностей из-за строительных работ. Например, они говорят, что строители не рассчитали высоту тротуаров. Они, наверное, торопятся отчитаться, что построили для людей тротуар. А то, что жители мучаются, этого внимания не берут. Посмотрите, что случилось с арычными трубами. Я не против тротуаров. Пусть строят. Мы тоже убрали и ворота, освободили территорию. На улице Фрунзе построили хороший тротуар, не такой высокий. Людям удобно заходить с улицы к себе во двор. А вы посмотрите на этот тротуар, как мой маленький внук будет заходить. Для строительства тротуаров по городу демонтировали почти 1000 объектов. В основном это были пристройки и заборы. В эти дни мэр Таласа и руководители муниципальных предприятий проводили рабочие обходы тех улиц, где идет строительство. На месте решались вопросы с рабочими и с местными жителями. Любая работа сопровождается замечаниями, поэтому я обращаюсь к нашим жителям. Да, придется что-то менять, устанавливать ворота выше, отодвигать заборы. Но вся эта работа в первую очередь проводится для людей. Дети смогут безопасно ходить в школу. Всего по городу мы определили 54 километра дорог, на которых пройдет ремонт. Планируем завершить строительство через 2 месяца. Пока на улице теплая погода, нужно все завершить. Тротуары и бордюры появятся по обеим сторонам дорог. Сейчас работы ведутся на 14 улицах Таласа. Среди них особое внимание уделяется улице Бердыке-Батыра, где помимо пешеходной аллеи будет проложена отдельная дорожка для велосипедистов. Мэрия старается сделать улицы максимально удобными. Ширина тротуара на улице Бердыке-Батыра составляет более 3 метров. Она обязательно будет с велодорожкой. Она будет освещенной с хорошими остановками. Планируем установить LED-экраны. Эта улица должна стать показательной. Отмечается, что в прошлом году на развитие Таласа руководство страны выделило 1 миллиард 70 миллионов сомов, и часть указанных средств используется на ремонт главных улиц города. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов, Татыбюбю Кенджиакунова, ЛТР, Таласская область.